Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Что случится в июле? Каким этот месяц будет для вас? Что в жизни вашей поменяется? Если тема интересна, настройтесь, пожалуйста, на гадание. Загадайте на себя, на июль, и обязательно загадайте на судьбу. И пусть песочек вам все покажет и все расскажет. Прежде чем я начну, всех вас, мои дорогие, хорошие, любимые, хочу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Итак, давайте же посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую главную, важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка у нас готова. Давайте будем разбираться. Как отобьетесь вы от кого-то, либо от чего-то. Тут как борьба закончится, выдохнуть сможете. Знаете, как вы говорите, фух, наконец-то меня оставили в покое. Либо наконец-то мои проблемы решились. Ох, теперь я поживу, да? Как-то так идет. Здесь как то ли люди, то ли какие-то сущности, то ли это проблемы так прорисовали. Вы вырываетесь вперед, а все, что вам мешало, оставляете позади. Рядом с вами, смотрите, вот такая вот прекрасная рыбочка плавает. Эта рыбка может быть и денежная рыбка, и рыбка, которая исполняет ваши мечты и желания. Но главный здесь именно информационный поток в том, что вы с чем-то справитесь. Какие-то беды, либо каких-то плохих людей оставите позади. То есть вы их оставите за собой, а сами вперед пойдете. А эта рыбка, она с левой стороны. То ли она вам награда, вознаграждение, да, за ваши старания, за то, что вы победили, то ли это действительно денежная рыбка, которая вам очень хорошую денежку солит. Она у вас, кстати, с левой стороны. То есть ровно то, чего не ждете, либо на что уже не надеетесь, во что не верите, именно это и получите. Так, для мужчин и женщин идет роковая встреча, роковое знакомство. Здесь смело можно сказать, что вы, увидевшись единожды, не сможете противостоять тому сильному влечению, которое между вами возникнет. Мужчины и женщины, будьте осторожны. Если вы свободны, если вы в поисках отношений, любви настоящей, то это прекрасный знак того, что у вас любовь с первого взгляда, того, что прям почувствуете родство душ и не станете сопротивляться этим ощущениям. Вы друг друга обретете. В этом огромном мире вы наконец-таки друг друга обретете. Если вы не свободны, если вы в отношениях, то это очень серьезный соблазн. Соблазн такой, который будет сводить с ума, который все перевернет в вашей жизни. Но с другой стороны, как адреналиновый укол получается, да? Прям раскачает вас. Прям почувствуете, что вы живете, что жизнь полна сюрпризов. И да, почувствуете влюбленность. Вот именно так идет. Мужчина и женщина одинаково. Между вами скобочка. Это как знак соединения, либо воссоединения. Да, возможно, вы встретите родного человека из прошлой жизни, и все это к нему почувствуете, и человек вам почувствует. Возможно, так хотят небеса. А возможно, вам нужно пережить эти эмоции, да, для поддержания вашего будущего. Может быть, вы действительно засиделись, может быть, потеряли надежду. Либо живете как будто бы во сне, да, каждый день один и тот же, как день сурка. Но вам это надо, это вам будет дано по судьбе, судьбой будет дано. А если встретите свою любовь, и у вас начнутся прекрасные отношения, поверьте, это к счастью. Дальше показано, что вы после какого-то события будете танцевать. Вот кружиться в танце, можно так сказать. Событие
очень необычное событие, которое напрямую влияет на качество вашей жизни. Вы все разные, события тоже будут разные, но вы прям от счастья танцуете, кружитесь, вам очень легко и очень приятно. На качество жизни повлияет. Качество жизни — это условия, в которых вы живете, это материальное благополучие, это обретение, может быть, автомобиля, допустим, да? Жить станет легче, жить станет интересней. Что бы это ни было, будете действительно танцевать и будете радоваться, словно бы вы ребенок. С левой стороны с какого-то человека прям кожа слазит кусками. Кто-то меняться будет очень сильно, либо очень быстро и сильно поменяется человек. Новая кожа, новая жизнь. Человек вам знаком. Возможно, с этим человеком у вас проблемы, либо сложные взаимоотношения. Может быть, в принципе, сам по себе этот человек создает вам очень много проблем. Кожа слазит, человек меняется. То, что вас сейчас огорчает, либо огорчало в недавнем прошлом, становится как чудом, как подарком судьбы, потому что человек и преобразится, и поведение изменится, и поступки изменятся, и между вами очень многое поменяется. Может быть, это близкий, родной человек, может быть, это знакомый человек, но явно ощущается необычность и ваше удивление вперемешку с таким легким ощущением, что ой, как хорошо, ой, чудо случилось, ой, человек изменился, ой, теперь все по-новому у нас, да, вот такой момент. Дальше, мои хорошие, присутствие ангелов. Прямо ощутите, возможно, даже несколько раз за месяц ощутите присутствие ангелов, ангелов-хранителей, ангелов-покровителей в вашей жизни. У кого-то даже будут тактильные ощущения. Прям как, знаете, вас там подтолкнули, либо наоборот в другую сторону повели, либо руку протянули, либо не дали вам, не знаю, оступиться и упасть. Вот такие даже моменты у кого-то отыграются. Ваши ангелы, ангелы-хранители на страже четко и правильно выполняют возложенные на них обязанности. Здесь про любовь, абсолютную любовь. Это безусловная любовь к вам. И желание всеми ресурсами, всеми силами вас оберегать. У кого-то один раз будет, у кого-то несколько раз за месяц будет. Но тут именно защитить, уберечь, не дать вам совершить ошибку, либо не дать, чтобы ваше тело пострадало, да? Чтобы душа ваша пострадала. Тактильная даже будет у кого-то. Вы не бойтесь этого, это ангелы. Прикосновение ангела — это особая привилегия, это благодать. Это не какие-то сущности, и это вам не будет казаться. Это будет на самом деле происходить. Так, еще. Курица села на гнездо, но почему-то она не яйца несет, а как будто бы, как живородящая, да, курочка рожает. Я не знаю, что делает курица. Несет, да? Несут яйца. А если из одной курочки другая курочка выходит, это как правильно называется? Что я запуталась прям. В общем, от одной большой курочки еще 2 либо 3 маленьких появятся. Это не яйца, это уже живые курицы. Как цыплята, да? Хотя нет, похоже именно на маленьких курей. Какие-то удивительные вещи будут происходить с вашими доходами, с доходами вашей семьи. Если у вас бизнес, да, в бизнесе что-то удивительное будет происходить. И это с левой стороны, опять же, не ждете, не думаете, не гадаете. Ваша курочка точно не подведет. Да, из курочки другие курочки выходят. И это не яйца. Потому что яйцо его еще высиживать надо. Еще неизвестно, что там с него проклюнется, вообще проклюнется ли. А тут уже конкретные маленькие курочки. Может быть, какие-то ответвления в бизнесе, может быть, и ваш доход, и дополнительный ваш доход, и доход вашего супруга. Хороший знак, реально хороший. Кому такое выходит, тот точно будет при деньгах. Тот нужды знать точно не будет. Так, сложный путь, но после сложного пути у вас как время отдыха и релакса.
Может, действительно будете там чуть ли не на собаках добираться до места отдыха. Ну, как с приключениями обычно говорят. Сложно будет доехать, сложно будет ехать, может быть, долго нужно будет ехать. Но эта дорога, витиеватый путь, он вас ведет действительно как будто бы в рай. Да? Место, где вы действительно отдохнете, выдохнете, восстановите свое здоровье, восстановите свою нервную систему. Отдых у вас пойдет именно на славу. Мои хорошие, кто уже путевки купил, либо у кого конкретный план, да, на отдых, не бойтесь этого пути, и не ругайтесь, и не обижайтесь на судьбу. Но так иногда бывает. Знайте, что путь вы свой точно преодолеете, а наградой вам будет шикарный отдых, хорошие условия и действительно полный релакс, восстановление и обретение незабываемых дней и ночей. Дальше, мои милые, вас ждет взлет какого-то человека, прям падение. Видите, как по разные стороны баррикад. Вы взлетаете, как будто бы вот прям подпрыгиваете, летите все выше и выше. У вас в руках такой молодой росточек. А здесь человек прям падает и падает на спину, как-то вверх тормашками, что-то непонятно. Кстати, не один человек, судя по всему, будет падать. Одна крупная фигура и две мелкие. Да, для вас именно подъем, еще этот росточек, но это как что-то новое, либо наконец-таки что-то выстрелили, да, наконец-таки семечки, которые вы посадили, ухаживали, поливали, начнут расти. А какие-то люди, они падают, причем в каком-то хаотичном порядке падают. Ну, дай Боже, как говорится, да, вам удачного взлета, тьфу-тьфу-тьфу. И пусть ваш росточек вырастет прекрасное дерево. Ну а те, кто падают, видимо, время им пришло, либо они это заслужили. Дальше здесь как будто бы вы огромную змею ровно на две части разделите. Может быть, какое-то змеиное кодло, либо какие-то люди злые против вас объединялись и были действительно вот прям врагами, да, силой были. А тут вам удастся их как-то разделить, ну, либо какого-то конкретного врага наполовину обессилить. И я вижу, что эти змеи расползаются, вот, и одна часть змеи ползет в левую сторону, и другая пытается куда-то уползти подальше от вас. Что-то вы такое будете предпринимать, либо наконец-таки предпримете, да, что поможет вам этих змей от себя отогнать, либо эту змею просто вот обескровить, да, сделать ее слабой, бегущей и прячущейся от вас. Ну, добрый знак. Так, мужской туфель. Мужской туфель, крест. Жених. Жених. Кому-то жених идет прям в красивых туфлях. Человек по судьбе. Ну и также этот знак может говорить, эти знаки могут говорить о том, что вот у мужчины именно в июле жизнь поменяется. Красивые туфли оденет, праздничные, стильные, да, нарядные. Я не знаю, как про туфли сказать. В общем, по кресту действительно жизнь меняется. Мужчина входит в период, когда у него все получается, либо его замечают, его отмечают. Ну вот как по судьбе это идет. Оденьте красивые туфли. Дальше ухо показали. С левой стороны знак осторожности. Берегите свои уши. Прям берегите, чтобы как воспаления не было в ухе, чтобы вода не попала. Не знаю, за ушами нужно следить. Одно ухо прям особенно у вас в зоне опасности. Может быть, у вас уже какие-то проблемы, и важно будет беречься, да, сходить к специалисту, пусть проверит, что там с вашим ухом. Может, даже лечиться кому-то придется. Ну, не пугайтесь, тут ничего страшного нет. Раз предупреждают, значит, все можно изменить и все можно обернуть к лучшему. Вот именно про ухо идет информация. И, судя по всему, ухо правое. Также по уху могут показать предупреждение, чтобы вы не верили всему тому, что вы слышите, либо услышите. И даже вот от людей, которые кажутся проверенными, доверенными. Да? Каждый может ошибиться, и у каждого свои мотивы. Скорее всего, не стоит доверять, но если доверяете, то обязательно проверяйте, не ленитесь.
Но правое ухо – это те, кому доверяете. Да. От этих людей может быть ложная, подложная информация, и важно не пропустить эту информацию, не впустить в себя, не допустить, чтобы вас обманули. Дальше кто-то объявится, но не проявится с левой стороны. Какие-то весточки от человека, кто далеко придут. Это может быть письмо, это может быть смс-ка, даже какой-то документ может прийти от этого человека. Ну, на этом спасибо. Может быть, у вас была какая-то проблема, вы кого-то разыскивали, не могли найти, а тут проблема сама собой решится. Либо вы за кого-то переживали, за судьбу этого человека переживали. Человек напишет, ну, не ищите, у меня все хорошо, да. И вы такая, ну ладно, не будем искать. Раз хорошо, то хорошо. Улитка. Какая-то маленькая улитка ухитрится вам немножко испортить настроение. Вам так захочется ее ускорить, но это будет сделать невозможно. Либо все действия, направленные на то, чтобы ускорить эту улитку, приведут к обратному эффекту. Она еще больше будет замедляться. Ну, тут я вам могу лишь пожелать терпения. Наберитесь терпения, да, дай вам Боженька терпения. И просто не форсируйте, пусть все идет как идет. Ничего не предпринимайте. Тут нет таких опций либо возможностей на то, чтобы ускориться, особенно с этой улиткой. Небольшая, мелкая улитка, но очень противная, очень медленная. С правой стороны показана какая-то вещь, которая будет ваша. Это очень похоже на какие-то украшения, может быть, какие-то аксессуары. Вещь может быть и ценная, драгоценная, может быть обычная, да, обычная бижутерия. Но вещь не, смотрите, выглядит обычно, ну вот обыденно. На самом деле какая-то сильная энергетика в этой вещи. Энергетика, которая направлена на созидание, на обретение, на получение. То есть можно сказать смело, что эта вещь как магнит для чего-то. Магнит, например, для любви, для счастья, магнит для денег, магнит для крепкого здоровья. Вы с удивлением поймете, что это магнит, что работает. И эта вещь ваша любимая станет. Прям будете ее хранить, оберегать. И с ней расставаться не будете. Я не могу сказать, откуда она к вам придет. Может быть, сами себе купите. Может быть, вам кто-то подарит. Может быть, кто-то специально под заказ для вас сделает, не знаю, заговорит, например, на магнит. Но эта вещь у вас появится. Сразу хочу отметить, что здесь 50 на 50. 50% это ваша энергия, 50% это то, что магнитит именно эта вещица. Одно без другого не работает. Если вам захочется кому-то отдать, переотдать, переподарить, работать эта вещь уже не будет. Потому что человек не обладает вашей энергетикой, просто не сможет запустить этот магнит. Вот. Конечно, хочется самым близким помогать и лучшее для них давать, но эта вещь персонально вот для вас. Только с вами она работает. Еще мне показывают человека, который как в себя придет. Какой-то человек в себя приходит. Человек долго был в каком-то лежачем положении, ну, либо вы не могли рассчитывать на этого человека, либо человек в какой-то степени даже мог быть обузой для вас. Человек, который много от вас чего брал, но сам ничего не давал. Может быть, болен этот человек, может быть, в депрессии был этот человек. Но я вижу, что человек потихонечку начнет шевелиться и делать попытки встать на ноги. Попыток будет много. Не спешите разочаровываться, если сразу не получается, и пусть человек не разочаровывается. Это начало становления этого человека. У человека жизнь меняется, у человека полярность меняется. Человек выходит из жуткой трансформации. Трансформация, которая буквально внутри у него все выжигала. И вот заново вот все внутри выстраивалось. Может быть, человек пил долго и нудно. Может быть, человек действительно ничего не хотел. Болел, может быть. Но человек восстанавливается. Восстановление, возможно, займет больше времени, чем там прошло. Но вот эти первые попытки встать на ноги, они именно в июле начнутся. Еще я вижу, что вы от чего-то откажетесь. Вернее, даже вы не просто откажетесь, вы развернетесь на 180 и побежите в обратную сторону.
Причем так показано, что вы очень долго хотели этого. Не могу сказать, что это, но это как желание вашего сердца. Вы долго к этому шли, вы прям готовились, вы хотели. И когда момент настанет, вы почему-то развернетесь и убежите. Вот как будто бы вам на что-то глаза откроются. Может, высшие силы откроют глаза, может, кто-то откроет глаза. И знаете, я вам так скажу, буквально то, что вы убежите, вы как будто бы сами себя спасете. Либо спасете свое будущее. Да, к сожалению, так иногда бывает. Иногда мы что-то хотим, а это для нас вредно либо опасно. Но мы этого не осознаем. Вот здесь у вас четкое осознание, разворот и побег. Именно так идет. Но это во благо, это вам во благо. Может быть, вы на это даже деньги тратили, либо очень много усилий потратили, но вы поменяете свою точку зрения и просто вот развернетесь и убежите. Так, и еще здесь у меня мужчина птицу в руках держит, нарадоваться ей не может. После того, как мужчина получает птицу, у него в семье как мир наступает, как благодать снисходит. Очень хорошие, теплые взаимоотношения идут. Может быть, эта птица приглашение на работу, может быть, эта птица это какой-то важный документ. Но в семье у вас все наладится благодаря тому, что эта птица прилетит, и вы ее получите. Дальше показывают женщину, высокую и худую. Женщина какую-то роль сыграет в вашей жизни, она прям на линии вашей судьбы. Женщина, которая... Я не могу сказать, что она прям за вас, либо она на вашей стороне, но она как какой-то беспристрастный судья. Как будто бы она принимает решение, взвешенное решение. Это не так, что нравишься, не нравишься. Нет, там все четко, как в аптеке, да, вот как аптечные весы. И вот мне идет, что эту женщину вы надолго запомните как честного и справедливого человека. Да, возможно, в этом алчном мире, где все куплено и продано, вот такой глоток свежего воздуха, да, запомнится вам надолго. Как решение правильное примет, либо справедливое решение. И еще с левой стороны показаны трофеи. Здесь не один и не два. Они просто разные. Есть крупные, а есть мелкие. Все эти трофеи вы обретете за июль. Ну, трофей — это то, что я сделал, чем я горжусь. Да? Это вот как удачливый охотник. Да? Много трофеев. Крупные и мелкие. Прям как выставка у вас получается. Кто у меня занят активной деятельностью, у кого обширные планы, я так понимаю, что все эти трофеи благодаря своему труду, непосильному труду, вложениям вы обретете. Прям по итогу месяца собой будете гордиться и думать: вот это я даю, вот это я молодец. Да? Такой хороший позитивный момент. Человек разочарует, на нем змея сидит. Причем она полностью вокруг шеи обвелась и в глаза ему смотрит, гипнотизирует. Но это не очень хорошая новость, но с другой стороны лучше знать заранее. Человек впадет в зависимость от кого-то не очень честного и благородного. Ну, буквально, да, человека загипнотизируют. И, возможно, это даже и к лучшему, потому что человек ненадежный, человек, от которого что угодно можно ждать. И когда вы это все увидите, конечно, вам будет неприятно, но с другой стороны, все раскроется, да, что вот зря я полагалась, либо как хорошо, что я этому человеку не доверилась. Это может быть и мужчина, это может быть женщина, но очень ведомый человек, не умеет думать логически, не умеет анализировать, и легче кому-то поверить, да, чем своей головой работать. С другой стороны, это хорошо, что вот заранее узнали, что не доверились, не поверили и не стали что-то вместе делать, либо планировать. Иначе было бы еще хуже. Человек мог бы просто с потрохами вас дать, все про вас рассказать, да. Ну и также следовать инструкциям этой змеи. Может быть, помешать вам, да, либо все вам там запортачить. Ну, хорошо, что раскроются. Это может быть друг подруга, это может быть кто-то из родственников, это может быть кто-то из тех, с кем вы думали о каких-то взаимных делах.
слабак, слабачка, хочется так сказать. Так, лестница, риск. Что-то сопряжено с риском. Лестница очень хлипкая, и по этой лестнице не каждый решится подняться. Но вас какая-то необходимость заставит, либо вы в каком-то вот состоянии адреналиновом, и вы такая, да, какая разница, да, мне нужно наверх, и я рискну. И вы знаете, вот вы рискнете, по этой лестнице прям наверх заберетесь. А другие люди либо не рискнут, либо не смогут, а у вас получится. Я никого не призываю к риску. Риск всегда должен быть оправдан. Но вот именно такой фрагмент вышел. Человек на букву О буквально открывает вам глаза, вот так руками открывает. Может быть, вы чего-то не хотели видеть, замечать. Может быть, что-то вам казалось непонятным, страшным, и вы вообще об этом не думали. А этот человек, да может быть и мужчина, и женщина, вам глаза откроет. Хотите вы того или нет, правду узнаете, правду увидите, правду поймете. Может быть, сначала вы не оцените этого, но со временем все встанет на свои места. Вы поймете, что это было ценно, это было полезно, и что вы в какой-то степени даже как избранный человек, да, потому что именно вам открыли глаза, другим не открыли, а вам открыли. Вот как заранее что-то будете знать, либо заранее что-то будете понимать, и вы этим обязательно воспользуетесь. А еще показывает человека, не могу сказать имя, но этот человек на какие-то жертвы ради вас пойдет, как жертвенное отношение для вас, во имя вас, может быть, даже во имя не только вас, но и какого-то дела. И знаете, эти жертвы, они будут не напрасны. Очень удивит вас этот человек. Вот прям до глубины души удивит. Человек, который, может быть, даже таким жестом, поступком во многом сможет перед вами оправдаться. Оправдаться и очиститься. Как-то другими глазами будете смотреть. Вот действительно другими. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.